Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшипшара. В Москве прошла 9-я международная конференция и выставка монет Coins-2018. Это единственный международный форум, посвященный монетному рынку, который проводится на территории России. В этот раз Банк Абхазии представил нумизматическому сообществу две новые работы. Первую банкноту, посвященную 25-летию победы народа Абхазии, и памятную монету Аяйра, тоже выпущенную к юбилею. Рената Шакая расскажет подробности. В Москве состоялась 9-я международная конференция и выставка монет Coins-2018. В этом году в ней приняли участие более 200 национальных и коммерческих банков, ведущих монетных дворов мира, аукционных домов и представителей самых разных отраслей, имеющих отношение к чеканке монет и печатанию банкнот. В международной выставке участвовало более 200 делегатов из 60 стран мира. Наибольший интерес, сразу скажу, вызвала банкнота. Очень ею заинтересовались и российские, и коллекционеры. И в основном у нас был очень большой отклик от различных издательств. То есть это были и Reuters, и специализированные журналы по банкнотам. В ближайшее время, я думаю, в ближайшую неделю уже выйдут статьи, посвященные эмиссионной деятельности Банка Абхазии в целом и выпуску памятной банкноты в частности. В целом уже разделяют все-таки российские выставки и международные. Если мы говорим про российские, естественно, в России знают, что из себя представляет Абхазия, и нам нет необходимости еще раз рассказывать про Абхазию. Да, мы в целом рассказываем про эмиссионную деятельность, и она вызывает интерес, потому что это интересное направление для них. Они достаточно часто не знают, что Банк Абхазии даже имитирует монеты, поэтому мы в целом рассказываем об этом, им становится интересно. Что касается международной арены, то там, естественно, сначала мы рассказываем вообще про страну, про Абхазию, что она из себя представляет, и уже от нее, от рассказа о стране переходим к монетам и банкнотам. То есть это своего рода средство популяризации, в том числе нашей страны, нашей культуры. Стенд Абхазии на международной конференции и выставке монет Coins-2018 был оформлен Амробанком при поддержке Международного культурно-делового центра Абхазии. Главная цель – попасть в международный каталог и рекламировать продукцию, которую имитирует Национальный банк Абхазии. На выставку привезли новинки – монеты и банкноты, выпущенные ограниченным количеством экземпляров. Новые монеты и особенно банкнота сразу же вызвали большой интерес. Национальный банк Республики Абхазия не занимается продажей монет. У коммерческого банка, у Амробанка был там стенд, на котором происходила реализация. Насколько мне известно, там тоже большой популярностью пользовались в основном банкноты, они реализовывали монеты в целом. Так что, да, это в том числе и место, да, такие площадки для продаж. Национальный банк участвовал именно в конференции, в которой докладчиками там были как национальные банки, так и различные международные компании, которые все имеют отношение к нумизматике, по производству монет, производству банкнот. Абхазия уже в 3-й раз участвует в этой международной выставке. Это одно из важных направлений работы Национального банка Абхазии – популяризация монет. А в этом году и банкноты номиналом 500 абсаров, которую Абхазия выпустила впервые. А за год это уже 2-я выставка, в которой принимает участие наша страна. Первая проходила летом в Гонконге. Рената Шакая, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. В Абхазии продолжается сбор средств на строительство православного храма святого великомученика Евстафия Псильского в городе Ткварчал. Храм будет воздвигнут в память о погибших воинах, защитниках города. О том, как проходит благотворительный сбор средств на строительство храма, в репортаже Алики Трапш. Долгие годы жители Ткварчала мечтали о православном храме в своем городе. И вот в 2013 году был заложен первый камень в фундамент будущего храма в память о воинах-защитниках города. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» совместно с духовенством Абхазии и администрацией Ткварчалского района начали продвигать инициативу горожан и провели первые работы по определению места его воздвижения. Храм будет назван в честь абхазского воина святого Евстафия Псильского. Была проделана определенная просветительская работа. В августе текущего года состоялся благотворительный марафон по сбору средств на строительство православного храма. В нем приняли участие несколько сотен жителей и гостей Ткварчала. На площади перед Домом культуры был организован праздничный концерт с участием известных абхазских и российских артистов, государственной хоровой капеллы, мужского хора Даниловского монастыря. В рамках благотворительного марафона в специальных павильонах продавалась эксклюзивная православная продукция. Также в поддержку благотворительного марафона были организованы спортивные мероприятия: Сухумский заплыв, велопробег и мотопробег. На строительство православного храма в Ткварчале на сегодняшний день собрано около 5 миллионов рублей.
Началом сбора средств можно считать марафон в городе Тхуарчал, который состоялся 4 августа. На сегодняшний день у нас собрано более 4 миллионов рублей. Сбор средств продолжается. Для того, чтобы эта тема была более понятна, мы ее стараемся расширить. Посредством различных способов доносим это до людей. То есть участвуем в каких-то общегородских мероприятиях, ведем активно страницу в соцсетях. Планировка храмового комплекса святого Евстафия Апсильского состоит из храма, крещальни, трапезной и звонницы. На первый этап строительства храмового комплекса планируется собрать 50 миллионов рублей. Денежные пожертвования можно осуществить всевозможными способами. Способы участия каждого человека на строительство храма у нас предусмотрены несколько, даже независимо от того, вы находитесь в Абхазии или где-либо за пределами Абхазии. То есть это несколько различных счетов, значит, это СМС-оповещение, это перевод, это ящик для пожертвований. Также у нас есть акция, которая называется «Церковная лавка. Жизнь со смыслом». Она заключается в том, что вы, делая свое пожертвование, можете приобрести какую-либо из церковных утварей, представленных нами. Счет для сбора средств, открытый во всех отделениях Сбербанка Абхазии, постоянно пополняется. И это говорит о том, что люди готовы внести свою посильную лепту в строительство православного храма. Имена всех благотворителей будут занесены в специальную книгу, которая будет храниться в храме. Алика Трапш, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Ушел из жизни почетный мастер спорта Республики Абхазия, заслуженный тренер по баскетболу и заслуженный работник физкультуры и спорта, кавалер ордена Ахтзапша 3-й степени Хашба Владимир Александрович. Владимир Хашба стоял у истоков развития женского баскетбола в Абхазии. Приступив в 1956 году к работе в ДЮСШ, спустя 2 года стал тренером сборных школьной и женской команды Абхазии. Владимир Хашба долгие годы успешно отстаивал честь Абхазии в различных соревнованиях. Многие его воспитанницы стали звездами на баскетбольных площадках. Владимир Александрович Хашба был легендарным тренером. Все победы абхазского женского баскетбола это принадлежат ему. Он был личностью, он был образованным человеком, он писал стихи, он любил музыку, он был большим патриотом Абхазии. И для нас это, конечно, большая утрата. Мы были детьми, когда пришли к нему на баскетбол. И даже в нашей жизни была такая сенсация. Мы стали чемпионами Грузии в 1975 году. Это была вообще большая сенсация. Нас на вокзале встречали с цветами и повезли сразу в ресторан. Это было большое счастье для всех нас, потому что это было очень фееричное что-то. Он наш друг, он наш отец, он наш тренер, он все. Мы всю жизнь вместе. Даже я не представляю, что его нет. Но он навсегда останется в наших сердцах. Как говорят, самая лучшая память, которую может создать человек, это память сердца. Вот он в наших сердцах навсегда. Абхазский автогонщик Дмитрий Гвозава завоевал Кубок России по автогонкам МИДЖ-2Л в категории «Про». Профессиональная на автодроме в Сочи в воскресенье 4 ноября. Перед 6-м и заключительным этапом автогонок Дмитрий Гвозава выиграл 9 заездов в 5 этапах. В активе у него было 800 очков. Во второй гонке были проблемы с машиной. Почему-то мотор вообще не ехал, но я вообще не расстраиваюсь. Я двукратный обладатель Кубка России. И чему рад? Я рад, что наш юный талант и сокомандник выиграл эту гонку, Данила. Так что успехов ему. И это командная все-таки борьба, и игра, и спорт. И самое главное, что первое и второе место заняла команда Lukoil Racing. На самом деле это очень серьезная команда, которая 20 лет в автоспорте. Эта команда считается номер 1 в России. И для меня большая гордость в ней выступать. Дальше у меня планы грандиозные. Хочется попасть в Европу на европейский чемпионат в классе GT4. Посмотрим, как это сложится все.
В Польше прошел международный турнир по вольной борьбе, в котором приняли участие спортсмены из 12 стран. В турнире приняли участие абхазские спортсмены. По итогам проведенных схваток Даниил Харчилава занял первое место в весовой категории 65 килограммов. Ричи Сечинава стал вторым в весовой категории 60 килограммов. Оба спортсмена являются воспитанниками тренеров Размика Алабяна и Игоря Бирая. Спортсмены тренируются и учатся в Калининграде в спортивной школе Олимпийского резерва по спортивным единоборством имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых. Завтра, 6 ноября, исполняется 40 лет со дня рождения абхазского телевидения. В Абхазской государственной филармонии имени Раждина Гумба состоится праздничный концерт, посвященный этой знаменательной дате. Начало в 18 часов, вход свободный. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 7-12, днем 15-20 градусов. Температура морской воды 20 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.